Здравствуйте! А у меня в гостях сегодня Айта. И в преддверии Нового года мы будем украшать кексы. А украшать мы будем не просто, а вот специальной сахарной массой мастикой. И будем делать елочки, снежинки и шарики. Так, привет, Айта. Здрасте. Так, ты мне сегодня будешь помогать, да? А ты знаешь, что такое мастика? Нет. Мастика – это такая сахарная масса, она сделана из сахара и кукурузного сиропа, но ты можешь ее легко сделать сама дома из сахарной пудры, сухого молока и сгущенки. Это у нас инструмент для вырезки фигурок, снежинки, звездочки и вот такие листья. Нам нужна будет вода для скрепления деталек и кисточка. Вот такая круглая штучка. И вот можете даже использовать обычный инструмент для пластилина. Ну, предварительно хорошо помыть. Так, давайте возьмем зеленую мастику. Мастика зеленая. Вот. Давай ее напополам сделаем, да? Держи. И прямо как с пластилином вот так делаем, чтобы она была мягкая и удобная для использования. Так, и отделяем вот такой кусочек. Мастику сюда ложи, хорошо. Так, кусочек отделяем и делаем вот такой основу вот такой для елочки. Но она должна быть как бы сверху она тонкая и снизу утолщается. Ой. Получается? А тебе сколько лет, Айта? 12. Готовить любишь? Да. А что больше любишь готовить? Блины и оладьи. Блины? Ой, как классно. Снимаем перчатки. Так, берем кусочек. Раскатываем жгут. И вот ножиком кусочки. Тебе ножик. И мне ножик. Кусочков должно быть много. Мы сейчас будем делать, иголки к елочкам нашим. Если мастика прилипает, можно использовать сахарную пудру, чтобы она не прилипала. Так. И сделаем вот такие. Берем кусочки, делаем вот такие капельки. Вот смотри. Капелька, да? Делай капельки. Делаем много-много капелек. Я вот когда начала делать из мастики, я в первый раз, помню, положила туда слишком много сахарной пудры, и она у меня развалилась. С тех пор я ее не очень полюбила, но в день рождения дочки мы решили, что будем делать сами, да? Я купила мастику готовую, и она у меня получилась. И думаю, что у тебя тоже все получится, если ты будешь делать ее дома. Все вот так делаем. Берем кисточку, обмакиваем в воду. И вот снизу начинаем, намачиваем ее. И прямо вот так крепляем наши капельки. С мастикой надо обращаться очень осторожно. Держать надо ее в пакетике или в герметичном контейнере. На открытом воздухе она засыхает. Также ее можно делать с помощью специальных вот таких катеров. Вот таких. А мы будем лепить. А может попробуем, да, с помощью них тоже? Хочешь? Можем тогда и с помощью них. Но мастику много есть не надо, да? Так как она состоит из сахара, она очень вредна для зубов и для фигуры. Клеить можно на воду
на мед или на сироп любой. Ну, вода, она как бы более доступная, более безопасная. И сверху будем делать звездочку. Звезда у нас какого цвета будет? Красного. Хорошо, да, красного цвета будет. И шарики разноцветные. Так, мы этими елочками будем украшать наши кексы, капкейки. Капкейки у нас ванильные, классические, и на них будет сливочный крем. И сверху этого крема мы положим наши елочки. Мастику надо держать, готовую, который мы уже украсили. Не надо держать в холодильнике, потому что она запотевает потом, когда ее достаешь. Лучше держать в открытом воздухе. Мастика продается белая или разноцветная, но я ее сама покрасила с помощью пищевых гелевых красителей. Пудра у нас как мука, да, чтобы она не прилипала к рукам. Смотри, так пудрой делаешь, и все, она больше не прилипает. Ну, важно не переборщить, потому что из-за пудры она будет крошиться, если пудры слишком много. Рецепт кексов и сыра к ним, сырного крема, можете увидеть на канале в YouTube, в нашей программе Гурманика. Там все подробно расписано и показано. Ты веришь в Деда Мороза? Да. Ой, как классно, я тоже верю. К нам тоже он приходит. К тебе приходит? Да. Ему письмо пишешь, да? Да. В этом году написала? Вчера писала. Ой, а там про что, если не секрет, в письме? Я поздравила. Деда Мороза, да? А подарок попросила? Да. Ну, он обязательно принесет. Моя елочка почти готова. Твоя тоже почти готова, да?